9 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к 1 доллару, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 10,74 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21,54 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,74,35 до 10,99 сомони, 1 российский рубль от 0,1405 до 0,1435 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $79.57 за баррель, марки WTI $74.79 за баррель. Цена на золото в понедельник утром поднимается, достигает $1880 за тройскую унцию. Следует из данных торгов, удешевление доллара поддерживает стоимость драгоценного металла. Второй этап реализации стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года стартовал в Таджикистане. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве страны. Как отмечается, особое значение на этом этапе придается ускоренной индустриализации сферы туризма, укреплению кадрового потенциала сферы туризма, предоставлению туристических ресурсов как национального бренда, информационному обеспечению сферы туризма, маркетингу и продвижению туристической продукции посредством участия в выставках международного уровня, формированию туристических продуктов и услуг в приоритетных направлениях. Ранее в республике был разработан проект стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года и утвержден постановлением правительства от 1 августа 2018 года. Стратегия осуществляется посредством 3 среднесрочных периодов, каждый из которых длится 4 года. На этих этапах основное внимание будет уделено приоритетным направлениям развития сферы туризма. Ввод в эксплуатацию новых промышленных цехов и предприятий способствовал увеличению объема производства промышленной продукции в 2022 году. Как сообщили в профильных ведомствах промышленного сектора страны, в прошлом году к деятельности приступили более 500 промышленных цехов и предприятий. Новые производственные мощности способствовали увеличению объема производства промышленной продукции в 2022 году до 43 миллиардов сомони. Отмечается, что с 2017 года в стране построено и сдано в эксплуатацию 1382 промышленных цехов и предприятий. За этот период перечень промышленной продукции отечественного производства увеличился на 40%. Профильные ведомства утверждают, что за последние 30 лет создано 2500 производственных мощностей, и их количество в 2022 году достигло 2500. Отмечается, что в 1991 году в стране осуществляли деятельность всего 358 промышленных предприятий. В минувший четверг, 5 января, нынешнее руководство Афганистана подписало контракт с китайской компанией «СПЕК» по добыче нефти в бассейне реки Амударья. Контракт был подписан в присутствии высокопоставленных членов Исламского Эмирата и посла Китая в Кабуле, Вана Ю, передает Толо Ньюс. На церемонии подписания исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Шахабуддин Дилавар сказал, что первые 3 года будут исследовательскими, и за этот период в проект будет инвестировано более $540 миллионов. Контракт рассчитан на 25 лет. Количество нефти в этих районах оценивается в 87 миллионов баррелей. Нефть и нефтепродукты планируется перерабатывать в самом Афганистане. Дилавар заявил, что если компания не выполнит оговоренные обязательства, контракт будет расторгнут. Обе стороны должны работать вместе и тесно сотрудничать, чтобы превратить проект в успешную модель китайско-афганского сотрудничества, сказал Ван Юй. Это может привлечь дополнительные инвестиции в страну. Доля Афганистана первоначально составит 20% с постепенным увеличением этой цифры до 75%. Первый заместитель премьер-министра Мулла Абдулла Гани Барадар отметил, что китайская компания должна работать в соответствии с международными нормами и заверил, что государственные органы будут оказывать ей поддержку. Это первый международный инвестиционный контракт, заключенный талибами после прихода к власти в 2021 году. Министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана 6 января в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства на реке Нарын Камбаратинской ГЭС-1.
В рамках документа, подписанного министрами энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, Кыргызстана Таалбеком Ибраевым и Казахстана Булатом Акчулаковым, стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода электростанции в эксплуатацию, передает газета.уз. Предполагаемая дата запуска ГЭС Камбарата-1 будет определена после разработки технико-экономического обоснования. В сообщении Минэнерго Узбекистана говорится, что Камбарата-1 будет играть важную роль в обеспечении электричеством и водой всех 3 стран. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил кредиторам списать внешний долг страны в обмен на участие в реализации зеленых проектов. Страны и финансовые институты, должниками которого является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭСа в стране. Мы вместе будем перерезать ленты этих объектов зеленой экономики. Мы вместе реализуем зеленые проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги, написал Жапаров на своей странице в соцсети Facebook. Президент сообщил, что сейчас внешний долг Кыргызстана составляет примерно 4,2 миллиарда долларов. Власти в полной мере исполняют все обязательства по его выплате, но было бы хорошо, если бы средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку зеленых инициатив.